Добрый день, уважаемые радиослушатели! На часах 11, а это значит, что наступило время информационно-музыкальной программы «Ингушетия». И мы на волне 101,3 FM. За микрофоном я Хаевлоева, и именно я проведу с вами ближайший час. На календаре 29 января, среда. Хочу напомнить, что вы можете позвонить по номеру 22 41 34, набрав код города Назрань 88732. Я повторю еще раз: 22 41 34. Обязательно звоните нам, пишите. Если у вас есть какие-нибудь вопросы, мы постараемся на них ответить. Ну что ж, я думаю, пока мы переходить на музыкальную паузу так скоро не будем, перейдем сразу к нашей главной теме для обсуждения. Сегодня у нас в гостях Рамзан Евлоев, заместитель руководителя Ингушского УФАС России, и мы будем говорить об итогах года. Добрый день. Здравствуйте, ассаламу алейкум. Рамзан, для начала напомним нашим радиослушателям о работе УФАС в целом, в чем она заключается. У нас, если сказать, очень большие функции возложены на Федеральную антимонопольную службу. Можно сказать, что мы в основном контролируем действия органов власти, чтобы органы власти не ограничивали конкуренцию в отношении хозяйственных субъектов, не издавали акты, которые там могут создавать дискриминационные условия для хозяйственных субъектов. Также в нашей компетенции находится федеральный закон о контрактной системе, это контроль за госзакупками, федеральный закон о рекламе, также федеральный закон 223 о проведении закупок отдельными юридическими лицами. И иные законы, которые там об электроэнергетике. Ну, как я сказал, очень большая сфера деятельности по контролю за данным законодательством. А какие вы подвели итоги года? Нашим управлением в 2019 году могу сказать, что проведена огромная работа в отношении по контролю в сфере антимонопольного законодательства. Возбуждено, рассмотрено 45 дел в отношении органов власти и выдано 34 предупреждения органам власти об устранении нарушений антимонопольного законодательства. Основные нарушения допускаются у нас в республике. Это органы власти, такие нарушения, как издание актов, которые ограничивают конкуренцию в отношении хозяйственных субъектов. Также при распределении земельных участков, при проведении торгов допускаются нарушения. И нашими органами власти, органами местного управления, в частности, там отсутствуют акты, которые регламентируют деятельность на стационарных объектах, которые должны быть у нас размещены на сайтах. И вот мы выдаем в случае выявления таких нарушений предупреждения, предписания, и 90% таких предупреждений, предписания, выданные антимонопольным органам, у нас в республике органы власти исполняются. Ну, я думаю, 2019 год у вас выдался насыщенным, да? И хочется начать разговор с вопроса об эксплуатации незаконной рекламы. А ее у нас достаточно много, да? И расскажите, пожалуйста, как в 2019 году, как у вас сложились вот эти проверки в этом направлении? Да и в целом, вот все ваши проверки. Именно по закону мы контролируем действительно нормы, требования, проверяем требования, соблюдение требований со стороны хозяйственных субъектов, органов власти, федеральный закон о рекламе. Вот в 2019 году нами возбуждено, рассмотрено 11 дел в отношении по нарушениям федерального закона о рекламе, выдано 9 предписаний, и все предписания исполнены. Вот в основном нарушения касались размещения реклам по лекарственным препаратам. Это когда у нас размещается баннер, например, оказание услуг, медицинских услуг, но при этом внизу не указывается предупреждение. Федеральный закон требует, что обязательно были требования о противопоказаниях и консультации у врача таких, и объем именно по баннеру такой информации должен занимать не менее 5%. Наши предприниматели в случае выдачи предписания исправляются. Также имеется нарушение по СМС-кам,
наверное, мы все знаем, что получение без согласия на наш телефон СМС-сообщения, если там имеется информация о рекламе, это нарушение федерального закона 38 о рекламе. Тоже возбуждено 6 дел, выдано предписание, нарушители устранили, нарушители исполнили наше предписание и устранили нарушение путем блокировки вот этих СМС-спам, которые они направляют данному абоненту. А с какими трудностями вам чаще всего приходится сталкиваться, в процессе осуществления вашей деятельности? Ну, могу сказать, что вот как таковых трудностей нету, но вот, нами вот проводится большая работа по разъяснению правоприменительной практики антимонопольного органа. Я могу сказать, что для нас трудность – это когда мы проводим там какие-то семинары, совещания, там публичное обсуждение, и со стороны органов власти посещаемость именно вот таких мероприятий очень низкая. И мы считаем, что если наши органы власти там принимали бы больше участия в таких семинарах, которые мы проводим, нарушений, конечно, было бы как бы меньше, так как мы на таких совещаниях, там, мероприятиях разъясняем нашу практику и разъясняем, в каких случаях может быть нарушение антимонопольного законодательства. А вот как вам вообще сообщают об этих нарушениях? Это может быть там простой гражданин, да? Да, действительно, например, если мы говорим о федеральном законе о рекламе, там гражданин может к нам обратиться. Вот были такие обращения к нам, например, наверное, в нашей республике все знают, что приходит, например, от СМС-сообщения от МЧС, да, там, что есть там возможность там погодных условий. И к нам через социальные сети обратился гражданин и просил, чтобы как бы мы разъяснили или там признали нарушение именно вот такие сообщения. В соответствии с законом, федеральными законами, такие сообщения, они не являются рекламой, они являются информационными, поэтому такие действия со стороны там органов власти не являются нарушениями. Также к нам обращаются граждане по СМС-кам. Были обращения со стороны хозяйственных субъектов в части использования их товарной марки. Тоже хочу вот отметить, что, например, если в нашей республике есть запатентованная какая-то товарная марка, и где-то эта марка используется, и если данный предприниматель вводит в заблуждение наших потребителей, то к нам можно обратиться. И у нас такая практика есть, мы возбуждали дела, выдавали предписания об устранении нарушений путем там замены именно вот этой вывески на другое, потому что это вводит в заблуждение наших потребителей. Например, если в нашей республике напишут там М-видео или там Эльдорадо, точно так же, как написано у производителя или там у хозяйственного субъекта, который запатентовал эту марку, то это неправильно. И наш потребитель мог к нам обратиться с заявлением о том, что их вводят в заблуждение. Также хотел бы отметить, что у нас вот наши граждане могут обратиться, когда у нас очень большая такая практика, когда наш предприниматель пишет, что минус 50% скидки. А когда вы заходите в магазин, таких скидок нету. И мы считаем, что это вводит в заблуждение потребителя. В этом случае, если есть такие доказательства, с приложением доказательств к нам можно обращаться. Вот какие вы можете привести примеры насчет вот этих знаков запатентованных, про которые вы говорите? Какая у вас практика проводилась? Например, к нам обратилась М-видео. Это было в прошлом году, позапрошлом году к нам М-видео обратилась к нам, что на территории города Назрань незаконно используется их марка. Они нам приложили все документы, подтверждающие, где запатентована вот эта организация запатентована, именно вот товарная марка. Мы действительно вот выехали, проверили там похоже вот именно вывеска была на М-видео. Мы возбудили дело, выдали предписание, и данный предприниматель
внес изменения, свою вывеску и поменял там буквы и цвет, которая не совпадает с товарной маркой МВидео. Но в целом продолжать свою деятельность они имеют право. Да. А сколько дел у вас возбуждено в сфере антимонопольного законодательства? 49 дел. Это в 2019 году. В основном дела были в отношении органов местного самоуправления, и дела касались именно направления, когда распределялись земельные участки. Наши органы местного управления допускают нарушения, когда проводят торги по аренде или продаже земельных участков. Это в основном такие нарушения, когда документации допускаются нарушения, не устанавливаются параметры, максимальные параметры разрешенного строительства. И в случае, если к нам, если мы выявляем сами или поступают жалобы на эти торги, мы выдаем предписание о внесении изменений. А вот хотелось бы знать об исполнении указа президента Российской Федерации 618, да, вы сказали, о национальном плане развития конкуренции. Какая работа здесь проводится? Да, действительно, вот есть именно функции по исполнению данного приказа возложены на ФАС России. В 2019 году нашим управлением проведена огромная работа по разъяснению именно вот этого указа президента Российской Федерации о национальном плане развития конкуренции. Нашим органам власти необходимо было внести изменения в свои положения. Можно сказать, что в полном объеме эта работа выполнена нашим органам власти. И необходимо было указать, что приоритетом для органов власти является развитие конкуренции. Такой пункт у нас присутствует сейчас в положении органов власти, и наши органы власти должны заниматься развитием конкуренции на территории Республики Ингушетия. Также по рекомендациям антимонопольного органа и совместно с Минэкономразвития Республики Ингушетия было через правительство Республики Ингушетия было рекомендовано органам местного самоуправления также в своих уставах внести такие изменения, и действительно в полном объеме эта работа тоже выполнена. В настоящий момент органы власти тоже имеется пункт в уставах, что для них тоже является приоритетом развития конкуренции. Была проведена работа по внедрению систем внутреннего контроля, соответствие актов на соответствие требований антимонопольного законодательства. Органам власти принято антимонопольный комплайенс и назначены ответственные лица. И могу сказать, что каждый акт, который издается нашим органам власти, должен проходить через ответственное лицо. В случае, если в таком акте может быть признаки нарушения антимонопольного законодательства, ответственное лицо дает заключение, что в таких-то действиях могут быть нарушения антимонопольного законодательства, и в данный акт должны быть внесены изменения. Для чего это делается? Для того, чтобы в соответствии с указом 618 к 2020 году мы должны снизить по сравнению с 2017 годом в 2 раза нарушение антимонопольного законодательства. И внедрение данного антимонопольного комплайенса мы считаем, что приведет к снижению, и действительно в 2019 году такие вот снижения со стороны органов власти наблюдаются. И последний вопрос. У Ингушского УФАС какие планы на 2020 год? На 2020 год, как я сказал, мы наметили для себя именно направление развития конкуренции в нашей республике. Совместно с органом власти мы хотим заключить соглашение с органами самоуправления, помогать им в консультации, в разъяснении. И основная наша задача к 2020 году, конечно, это развитие конкуренции на территории Республики Ингушетия. Потому что если будет у нас, как мы все знаем, если у нас будет развитая конкуренция, то и будут конкурентные рынки, качественный товар, потому что конкуренция и зарождает качество, инновации, развитие. И поэтому, конечно, мы не будем забывать наших хозяйственных субъектов и будем обязательно контролировать, чтобы нарушений не было со стороны органов власти и со стороны тех же хозяйственных субъектов, чтобы не было недобросовестной конкуренции.
Ну что ж, спасибо вам большое, Рамзан. Я желаю ингушскому УФАС, и вообще не только я, вся наша редакция желает ингушскому УФАС дальнейшего процветания. Пусть ваша работа будет проходить очень хорошо. Желаю вам удачи. И нашим радиослушателям я напоминаю, что у нас в гостях был заместитель руководителя ингушского УФАС России Рамзан Евлоев. Еще раз спасибо, что нашли время приехать к нам. И до свидания.